На данный момент я, как среднестатистический подросток, я учусь в Кишиневе в сфере медицины на зуботехника. Танцы для меня это не только хобби, это для меня работа и некий материал, который я перерабатываю в небольшой, но стабильный доход. Эта история очень, на самом деле, интересная. Начну с того, что я изначально еще никогда не думал заниматься танцами. Каган это все думают, что это какой-то коллектив, это ничего, это не коллектив, это просто группа молодежи, который я собрал. Сейчас у меня есть задумка очень интересная, я пересмотрел недавно гагузскую свадьбу, старую гагузскую свадьбу, я видел там один интересный момент, который я вклиню в танец, и такого я еще нигде не видел. Если ты выходишь на сцену, ты уже понимаешь, что все, ты вышел, ты наступил на эту платформу, ты уже должен как-то работать, ты должен уже настолько дать энергетики зрителю, что даже человек, который вообще не шарит в танцах, как-то не понимает, чтобы он сказал: вау, это достойно тебя. Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня в студии LoveMD у нас подкаст. Но подкаст не простой, а об активной молодежи Гагаузии, которая вносит свой вклад в ее развитие, которая развивается в различных областях, которая реализуется в разных сферах, которая сохраняет культуру, продвигает ее на местном уровне, на национальном уровне. Поэтому сегодня гость нашего подкаста — это Дмитрий Душков из Кангаза. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас сегодня видеть. Спасибо, что нашли время принять участие в этом подкасте. Спасибо, что пригласили и посчитали нужным мое присутствие здесь. Я думаю, что все сейчас поймут, почему мы вас пригласили. Прошу вас немножко рассказать о себе. Как вы в свои 19 лет совмещаете столько всего, вот сколько у вас есть происходит в жизни? Всем здравствуйте, меня зовут Душков Дмитрий. На самом деле ничего особенного во мне нету. Я просто имею амбиции, как и любой другой подросток, среднестатистический в Гагаузии. И я пока что, к сожалению, не могу назвать успехом то, что я делаю, чего я достиг. Это просто небольшие ступеньки к большему, к тому, к чему я еще стремлюсь. К сожалению, я пока что далеко от этого, но уже мой путь только начинается. Но я вижу, что есть потенциал небольшой. Вот расскажи о своем пути. Что на данный момент происходит в твоей жизни? На данный момент я, как среднестатистический подросток, я учусь в Кишиневе в сфере медицины на зуботехника. Помимо этого, я имею очень такое интересное, но подвижное хобби. Это танцы, это искусство, не только танцы. Вообще в целом искусство, формат искусства. Я могу сейчас сказать, где я работаю, но я не хочу перебивать ваши вопросы потом, так что... Нет, в принципе, продолжи. Если ты учишься, я знаю, что ты подрабатываешь. Вот как ты совмещаешь это все? Помимо моей учебы, я занимаюсь танцами. И танцы для меня это не только хобби, это для меня работа и некий материал, который я перерабатываю в небольшой, но стабильный доход. На сегодняшний день я танцор ансамбля Кадынжа, я имею свой небольшой проект Каган. И к тому же я как-то, не знаю как, но я умудряюсь работать, учиться и параллельно работать в лаборатории в Кишиневе, куда меня отправил мой же учитель из колледжа. То есть ты совмещаешь несовместимое практически. Я потом объясню, почему это настолько совместимо. Вы даже представить не можете, насколько это как пазл. Замечательно. Я бы хотела начать вот с своего пути в танцах, потому что это большая часть твоей жизни, я так понимаю. Когда ты вот впервые потанцевал или увидел, может быть, танцы и понял, что это твое? Эта история очень, на самом деле, интересная. Начну с того, что я изначально вообще никогда не думал заниматься танцами. Меня тянуло на искусство в плане рисования, каких-то пейзажей, не пейзажей, фотографий. Мне очень нравилось, как это все выглядит.
эта картинка, она очень впечаталась в мою голову. Но я начал ходить в художественную школу в Кангазе, детскую художественную школу. И там я познакомился с одним моим очень близким другом, с которым мы сохраняем отношения до сегодняшнего дня. Это Узун Михаил, который... он танцевал в ансамбле «Алтын чөшмө», параллельно ходил в художественную школу. А я только ходил в художественную школу. И это все происходило в одном ДК, в помещениях, которые были рядом. Я, когда он ходил с половины занятий художественной школы, чтобы там немножко потанцевать, я рисовал, я слышал тун-тун-тун-тун-тун, что это такое? Думаю, что за обряд какой-то? Я сначала не понимал всей сути. И по ходу действия год я проходил только в художественную школу. После этого я уже начал спрашивать о танцах. Мне интересно стало, откуда эти звуки, что они значат. Потому что смысл же везде есть, правильно? Я иду, и я уже говорю с Мишей, говорю: Миш, давай я тоже попробую. Ну, я был ребенком, я хотел узнать что-то новое для себя. И, собственно, так я оказался в «Алтын чөшмө». Это был первый коллектив, откуда я начал свой путь. Очень важный для меня коллектив. Ну, ты сказал, что это вот первый, после этого было очень много других, и вот сейчас у тебя свой проект получается еще. То есть в чем вот разница? Вот ты был в различных коллективах, есть ли в них какая-то принципиальная разница в том, что они, в принципе, все танцуют народные танцы, народные мотивы, да, я так понимаю. И вот что в них может быть общего, а что в них различного для тебя, вот лично в твоем опыте, в твоем восприятии? Я считаю, что... Смотрите, вы сказали, что я начал с одного коллектива, я очень много на самом деле немного. Просто обстоятельства подстроили все так, что я оказался на сегодняшний день за этим столом и общаюсь с вами. Но начнем с того, что каждый коллектив, у нас не только есть «Алтын чөшмө», там Кадынджа, Дюзава, у нас есть очень много других коллективов, есть ребята с Вулканеш, и все разные. Недавно был фестиваль Гермековину, и я смотрел на каждый коллектив, и они все были... Смысл танца, да, грубо говоря, он был примерно один, но как его преподносили, это почти везде были разные элементы движений, элементы, связки какие-то. Интерпретация была разная. Да, духовное какое-то... Духовное наследие было у всех разное. То есть, как он воспринимает, так и это начинается с хореографа, с головы, понимаете? И если в каждом коллективе хореограф, как он видит, так и будет, понимаете? Поэтому там было много прекрасного, тут много прекрасного. То есть, нету такой иерархии. Есть стабильность, которая, знаете, везде просто нужно видеть красоту. Нету конкретно там эти крутые, эти не очень крутые. Такого не существует в этом мире. Я надеюсь, как тебе пришла идея создать свой проект? Что ты в него вложил, в этот проект? В этот проект вообще что это? Каган. Каган это все думают, что это какой-то коллектив, что это ничего. Это не коллектив, это просто группа молодежи, которую я собрал. Я не скажу, что я изначально являюсь каким-то там руководителем или там... Нет, на самом деле, я просто решил создать проект. Я почувствовал, что в Кадынже я познал что-то, да, какую-то небольшую школу, которой у меня не было до этого. После этого я понимаю, что мне нужно это все, что мой опыт, который был раньше, я хотел попробовать собрать его. Интересно, что выйдет. Может, я разработаю свой какой-то стиль танца, правильно? И именно в коллективе, в проекте Каган я решил все это соединить и еще добавить немножко вот нотку своей фантазии, своего восприятия танца. Именно вот так вот я и создал Каган, грубо говоря. Туда тоже входят танцоры из ансамбля Кадынджа, просто мои друзья, и не только из ансамбля Кадынджа, из Каранфиля тоже многие. И я просто собрал их, говорю: ребята, вы сюда пришли, чтобы познать что-то новое. То есть нету конкретно цели там, речь не идет о деньгах, речь не идет о каких-то других ценностях, не в знакомстве между собой, потому что некоторые друг друга даже не знали. Я их просто собрал. Я собрал людей, которые хотели двигаться. И просто им нужна была мотивация и повод создать
изнутри, то, что у них есть внутри, то, что они не могли в полную открыть в Кадынже или в другом каком-то своем коллективе, я хотел, чтобы они это раскрыли. И впоследствии я сам раскрываюсь, я сам знаю, что мне нужно делать. Каждая ступенька, я уже понимаю, куда меня это ведет. Нас, не меня, нас, потому что мы одно целое, понимаете? То есть, получается, вы объединены одной идеей, любовью к танцам и желанием что-то новое узнать, привнести именно в мир танца. Да, я хочу... Сейчас у меня есть задумка очень интересная. Я пересмотрел недавно гагузскую свадьбу, старую гагузскую свадьбу. Я видел там один интересный момент, который я вклиню в танец. И такого я еще нигде не видел. Плюс я к этому хочу добавить немножко новое, как не трендовое. Современное, наверное. Да, современное влияние к старому. То есть я хочу модернизировать так, чтобы, чтобы это выглядело что-то новенькое, что-то грандиозное. Пока я этого никому не показывал. У меня есть заготовки, у меня есть над чем я работаю. Просто я пока не рискую это показывать. Я хочу доделать это, да. До идеала не получится, но доделать до приемлемого идеала, качества, да? понимаете? Вот. Замечательно. Но ты вот назвал, что ты интересуешься традициями. Вот ты видел, как гагаузские свадьбы проходили ранее. Откуда вот у тебя этот интерес, эта любовь к традициям? Многие у нас, конечно, мы здесь живем в Гагаузии, как бы люди не всегда дают значение вот этому наследию, которое у нас от предков досталось. Откуда у тебя этот интерес вот к нашим традициям, культуре? Вот насчет этого я хотел, смотрите, у меня собрался индивидуальный какой-то комок мыслей, эмоций и моих знаний. И каждая мысль, что касается гагаузской культуры, она приходила в мою голову с помощью каких-то людей. То есть у меня не было того, что я сам к этому пришел. Такого не бывает. У меня всегда есть катализатор, который в голове, вот человек-катализатор. Я могу сейчас перечислить. Для начала, в первую очередь, Константин Афанасьевич Гермек. Это человек, который, царствие ему небесное, это великий хореограф. Я считаю, мое мнение, великий хореограф Гагаузии, единственный, который по-настоящему любил свое дело и вдавал в это душу. И через него, он, может, не говорил об этом, но через него немножко передавалось ко мне, что-то, ко всем, кто работал с ним, передавалось что-то особенное. После этого я начал интересоваться, такие интересные люди есть на самом деле, а что, и я хочу еще с кем-то поговорить, знаете, у меня вот такой уже просыпается небольшой интерес. После этого я познакомился с Виталиком Манжулом, мы с ним очень хорошие друзья, он мне помогает, я ему помогаю где-то советом, он старше меня, я чувствую, как в нашей дружбе есть субординация, то есть когда он говорит, я смотрю ему в рот, и я понимаю, что я воспринимаю все как губка, как ребенок, знаете, как только пришел в первый класс, и он все, писать учится, вот это вот все, я начинаю это впитывать. А Виталик — это человек, который прожил много всего. И я воспринимаю все, что он говорит, настолько искренне, как это сказать, я хочу перенять у него те духовные ценности, которые в нем заложены. После этого еще я сейчас танцую в Кадынже, и там Христофор Аврамогло, это мой нынешний хореограф, он мне тоже много чего рассказал, я с ним ехал в разные страны, он мне рассказывал, вот видишь этот элемент танца, я смотрел там на Узбекистан, по-моему, и там шили ковер. А я не понимал, что они делали, они имитировали, что они шили ковер, я этого не понимал. Я сказал, Христофор Дмитриевич, я думаю, что это копают, не знаю, землю, я начал что-то придумывать, что-то бред какой-то нести. И он мне говорит, ты подумай еще раз, посмотри. Они передают друг другу иголку. Это в танце, наверное. Да, в танце все происходит. Это история. Танец — это не движение. Это история, это пародирование, будь то животных, луны, солнца, что угодно. Что ближе к народу было раньше. И он тоже в меня вложил много важного. И уже в дальнейшем я уже познакомился с такими людьми, артистами, уже с музыкантами гагаузскими, которые знают толк гагаузской народной музыки, что меня, в принципе, и привлекло, что меня воодушевило. Я начал изучать, я знакомился опять же, с Тед. Есть такой артист, который сейчас немножко в спящем режиме, но я думаю, что он когда проснется, потому что он говорит на гагаузском языке, он пытается делать вот современный стиль, но в гагаузском направлении. И это все, все эти люди,
Я просто воодушевился. У меня нету конкретики в голове. Я просто влюбился в это и все. Я просто знаю, что я гагауз, я тут, я должен что-то делать, потому что если я не буду, мало кто что-то делает. Если я буду что-то делать, значит, я этот небольшой гагаузский мир, менталитет, я немножко, если поменяю, как-то хоть немножечко, я не целюсь на уровень там Гермея Константина Афанасьевича, да, или Виталика Манжела, но если я немножечко смогу зацепить это, немножко провернуть, значит, я прожил жизнь напрасно. Я так считаю. То есть как важно иметь наставников, Да. не только их увидеть или что они вот у нас в пространстве Понять. есть, но и понять, впитать от них что-то, захотеть это впитать и трансформировать в что-то новое. Это супер, и вот ты говорил насчет того, что символика танца, для тебя вот танец, как ты себя ощущаешь, когда ты танцуешь? Это же огромная часть твоей жизни, вот сколько лет ты уже занимаешься танцами, и вот что оно для тебя значит? Ну, сразу не скажу, сколько я занимаюсь танцами, потому что я должен считать, но, грубо говоря, около 12 лет, наверное, 10-12 лет. Если речь идет о том, как я выхожу на сцену, с какими эмоциями, то я не чувствую, как это все и негативно, и позитивно, все во мне собирается, я просто выплескиваю это. Я когда выхожу на сцену, я понимаю, что это может звучать немножко самоуверенно, но я чувствую, что не я танцую, а сапоги танцуют, в которых танцевал раньше другой танцор. Или я чувствую, что я должен показать не себя, я должен показать историю, потому что в каждом движении есть запечатанный какой-то смысл. И я просто как инструмент Бога, не знаю, я просто делаю то, что Он направляет меня, я делаю. То есть я чувствую, если говорить чисто о чувствах, о ощущениях, я чувствую жар, я чувствую, что ноги у мои колят что-то, что что-то из-под земли что-то горит, что-то вот знаете, есть такое выражение «рвите сцену», да, рвать сцену. Это оттуда и происходит, я думаю, что каждый танцор меня может понять. Если ты выходишь на сцену, ты уже понимаешь, что все, ты вышел, ты наступил на эту платформу, ты уже должен как-то работать, ты должен уже настолько дать энергетики зрителю, что даже человек, который вообще не шарит в танцах, как-то не понимает, чтобы он сказал: вау, это достойно, типа. Как-то так. Это классный эффект на самом-то деле. И насколько я знаю, в репертуаре кадынжи есть не только гагаузские танцы, но и других народов, национальностей, этносов. Как ты чувствуешь, когда ты танцуешь гагаузский танец и других народностей танцы, есть ли что-то общее в этом, или все равно это вот принципиально разные вещи? То есть, или как получается, что танец объединяет вот все культуры вместе? Как ты это чувствуешь, когда вот ты имеешь доступ к таким разным видам танцев? Я не распространяюсь на всех танцоров, не только кадынжи, я просто говорю за себя, но я скажу так, когда я посещаю какие-то другие страны, где я вижу людей, которые занимаются в том же цеху, грубо говоря, как и я, но у них другое отношение, другой характер. И мне всегда было интересно смотреть и изучать характер. Допустим, я пришел там, у меня есть друзья, приятели начнем с Турции, Азербайджан, ребята, маленькие детки такие, прикольные. Кабардино-Балкария, это Кавказ, это на границе с Грузией. Люди, и все они говорят на совершенно разных языках, совершенно разные движения, характер, темперамент. Но когда они делают общее дело, и когда они видятся, им всем интересно собрать. У меня даже где-то есть фотка, то, что я стою и учу движение там. У меня тут крымский татарин стоит рядом со мной, другой черкес какой-то. То есть, и мы все делимся друг с другом. Мы общаемся. Я помню, у меня был один знакомый, есть один знакомый из крымских татар. Знаете, это такая национальность, которая очень сильно похожа на гагаузию. И, то есть я пою свои песни, я ему спел что-то, да? То есть мне нравится вот эта наша национальная песня. Он говорит, у нас такая же есть. Очень похоже, я все понял, что ты сейчас спел. Я такой, да ну, серьезно? Я как-то это сначала не воспринял, наверное, да. Как-то искренне. Я подумал, что это просто, не знаю, как... Чтобы подружиться, наверное. Да, что-то такое. Но на самом деле нет. Это я потом послушал их песни, я понял, что я все понимаю, что там творится. Темперамент очень похожий. И вот эта народность, которая очень близка к нам. Да, вероисповедания, конечно, разные, но из-за этого мы и индивидуальность.
Мы Но изюминка. при этом танец объединяет, несмотря на то, что вот язык разный, Да, похожи. да. Мы большая часть этого тюркского мира. И поговорим немножко об языке. Я знаю, что ты тоже прекрасно говоришь на гагаузском, пишешь стихи на гагаузском. Вот мне такой интересный вопрос, я часто его задаю другим людям. Какая вот есть такая фраза, может, на гагаузском языке, которая тебе нравится, которая, может быть, очень сильно отражает наш менталитет, то есть какая-нибудь такая, которая, может, ее нет в других языках. То есть что вот тебе вот нравится в гагаузском языке, и вот эта фраза отражает этот гагаузский язык? Что нравится, мне нравится весь язык, но скажу, если говорить о фразе, то фразы, может, и есть, но я сейчас не смогу сказать. Но первое, что лезет мне в голову, это слово. Одно, единственное слово, очень важное в гагаузском языке. Его все знают, те, кто говорят, и те, кто изучают. Это основа основ, это слово топрак. Топрак — это земля. Почему топрак? Почему земля? Потому что это основа основ. У нас она благодатная. Не только из-за минеральных каких-то качеств. У нас, я не в буквальном смысле говорю, топрак у нас благодатный, потому что человек сам по себе, он не индивидуален. И именно земля наша, это наша земля. Тут придет какой-то другой человек, он из другой вообще народности, да, он почувствует энергетику. Потому что он вступает, вот пишет Гагаузия, Кумрат Долейдан, да, я приезжаю, я в Кишиневе учусь, я приезжаю в Гагаузию домой, я понимаю, я заезжаю, я уже чувствую себя по-другому. Только я наступил на свою землю. Энергия земли. Энергия земли. Питает да. тебя, да? То есть, по сути что? Земля — это то, откуда все воспроизводится. Это основа основ. Земля. То есть там не асфальт, не брусчатка. Я имею в виду прямо земля. Будь то хоть площадь в Камрате, я не знаю. Если это наша земля, то не важно, что на ней. Если это земля. Вот что основа. И просто люди иногда, я не говорю о молодежи, даже старые люди иногда пожилые, я извиняюсь, забывают иногда о таких мелочах. Это на самом деле не мелочь, это очень важно, и об этом нужно задумываться. И ты охраняешь свою землю. И вот, я так рассуждаю. Я думаю, на этой прекрасной ноте про энергию Земли, про ценность Земли, про то, что мы не должны об этом забывать, мы можем завершить сегодняшний подкаст. Спасибо большое за твое мнение, за твои ответы. Я думаю, что у молодежи стало чуть понятней, как это быть активным, что эти мелочи появляются в жизни иногда вот просто со знакомства, просто с интереса к чему-то, и вот выливается в то, что вся жизнь просто вот занимает вот это вот твои интересы, которые появились в твоей жизни. Прекрасно, большое спасибо тебе за ответы. Я бы хотела обратиться к нашим телезрителям. Спасибо, что вы были с нами в рамках подкаста на LoveMD. Подкаст касается молодежи. Мы будем продолжать наши выпуски в дальнейшем. Оставайтесь с нами.